Значит, коллеги, мы пообещали, что сделаю я все-таки вот эту презентацию по поводу материалов ПИЗы, да, но я по ходу, пока слушал всех, у меня родились 3 схемы, можно я им поделюсь? Я думаю, что, может быть, будет интересно. Я понял, смотрите, пока не буду знать точно, как правильно это решить, но я разобрался, пока слушал вас, пока слушал остальных, я разобрался, где проблемы, по крайней мере, это уже тоже немало. По крайней мере, уже можно будет резать, ну, в смысле, понять, по крайней мере, что болит, а потом придумаем, как резать. Значит, коллеги, первое, давайте немножко для расслабления, но очень важный момент, это в продолжении вашего выступления, посмотрим 2-минутный ролик, я вам давно обещал про еврейскую мудрость и так далее, ужасно полезный, меня поразил лично вообще давно. Давайте посмотрим. А почему вода в реке мокрая? Всем привет! Когда я работал в Министерстве просвещения Израиля, мне довелось встретить японскую делегацию учителей, которые приехали принимать израильский опыт образования. Вы меня обгоняли? Я вас догонял? На мое замечание, что судя по разным международным экзаменам, Япония явный лидер в этой отрасли, Могу привести 20 доказательств теоремы Пифагора. а Израиль плетется где-то посередине, они ответили так. Мы знаем, мы очень хорошо построили процесс образования, но при этом нам не удалось вырастить ни одного Эйнштейна. Вот я училась, да. Теперь вот на 3 лапах хожу. Мы ищем то, что сделал из евреев не просто умный, а выдающийся народ. У меня, как у человека, куча недостатков, но есть одно достоинство. И вы знаете, оно врожденное еврейское – задумываться. Эти делегации приходят к разным выводам. Например, в Южной Корее выяснили, что секрет находится в изучении Талмуда. И сделали Талмуд школьным предметом. Но ответ на самом деле намного более глубок. Однажды Нобелевского лауреата, профессора Фридмана, спросили, как ему удалось достичь таких выдающихся результатов в науке. Не демон я! Ой, не лги царю! Он ответил так. Обычно, когда ребенок приходит из школы, его спрашивают, а что ты сегодня в школе выучил? Когда же я возвращался домой, моя еврейская мама говорила так, а что ты сегодня в школе спросил? Интересно, почему апельсины круглые? В этом и есть секрет. Недаром всем известно, что евреи отвечают вопросом на вопрос. А куда прячется луна? А как держится на небе солнце? Каждый, кто когда-либо открывал Талмуд, знает, что вопрос намного важнее ответа. Почему в дырках ничего нет? Хороший ответ закрывает тему. А что такое люди? Потом объясню. В то время как хороший вопрос является платформой для бесконечного развития. А что если... Искать. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. Я спрашиваю, значит, я живу. Короче, Склифосовский. В конце каждого дня человек, который хочет жить, должен подумать, какой же вопрос я задал сегодня. Ну вот, что нам надо понимать, где у нас будут с вами загвоздки, но мы подумаем, как это решить, да, то есть, как бы, я думаю, может быть, даже не по ПИЗе, а по вообще всей, естественно, научной грамотности. И, значит, смотрите, здесь, по крайней мере, я вот, когда смотрели, ну, эти вопросы и так далее, да, то есть, как бы, значит, что я увидел, что у нас есть разные, вот в этом вот области, по крайней мере, когда мы формулируем вопрос, вот ваш, да, то есть, как бы, когда вот нам показывали, как математики разговаривают про биологию. Значит, с какими проблемами мы или вещами мы сталкиваемся? Смотрите, с одной стороны, это природа. То есть у нас есть природные объекты. И вы помните, вот эта наша дама прекрасная сказала о том, что... Юхана. Значит, она говорила о том, что, смотрите, что нам надо показать жизнь в реальной природе, а не в учебнике. Вот мне кажется, это очень важный тезис, о котором нам надо понимать, потому что пизовские вопросы, ну, я их так называю, коллеги, это неправильно. Можно для понимания, меня критикуют, Лариса Юрьевна, не критикуешь? Вопросы, ну, топа пизы, сейчас это уже больше, да, то есть, как бы, они уже должны быть интегрированы вообще во все пространство нашего обучения, да, то есть поэтому они предполагают вот этот переход между, что пространство обучения и пространство реальной жизни между собой завязаны, а мы сами не очень знаем,
про этот переход. Давайте на это. Значит, здесь природа, да, и природа, она имеет один тип реальности. Ну, в смысле, с одной стороны, как бы понятно, что мы говорили с вами, что это конструкт, да, то есть философский, ну бог с ним, это нас не волнует. Но природа есть в виде, то есть общая категория понятия природы и природознания, природоведения, науки о природе строится исходя определенных концептуальных вещей. Да, то есть здесь природа как бы в двух, вот еще раз, в двух таких аспектах. То есть это природа как знание о природе. Улавливаете, да? А в другой стороны, можно я вот прям нарисую, это камни, рыбки, не знаю, такая вот у меня дикая рыбка, деревья, то есть как бы это же тоже природа, кусты, понятно, да? То есть вот, ну рыбку лучше нарисую сейчас. То есть как бы реальные объекты, понимаете, да? То есть вот это вот наличие реальных объектов, да, и умение взаимодействовать. То есть ты должен уметь строить реальное, ну вернее как бы научное, скажем так, знание по поводу реальных объектов. Ну и так далее здесь. Коллеги, понимаете, смотрите, знания по отношению к этому, да, по отношению к этим реальным объектам, здесь знаки какие-то должны использоваться, да, то есть как бы. И вот здесь начинается разрыв. То, что ты, помните, который я вам рассказывал, я как бы обобщаю. То есть как бы то, что ты можешь делать с реальными объектами, ну, например, выживать в природе, разводить костер, я не знаю, там, определять, чистая вода или грязная, сделать компост, кстати, посадить дерево, закопать что-нибудь. То есть или раскопать, в смысле. Ну, то есть множество, ну вот просто знать о том, как копать и уметь копать, это совершенно разные системы. И здесь будут разрывы, коллеги, в знаниях и навыках. Согласны, да? Здесь навыки, здесь знания. Здесь, конечно, могут быть знания и навыки, но вот здесь вот это место первого разрыва. Поэтому, когда мы формулируем вопросы, я особенно это видел на биологических олимпиадах, часто это проблема. Они ему говорят, померь этот листок, как он там устроен, да, то есть как бы, а ребенок там про листок все знает, но померить, сколько хлорофилла он там выделяет или что-нибудь, он не знает, что в ступке растолочь надо экстрагировать, там, ну, например, да, то есть придумайте, потому что часто это несчастная или любимая наша ПИЗа задает вопрос, например, придумайте такой опыт, при помощи которого вы можете замерить количество хлорофилла вот в этом листке, да. И он должен это последних шагов написать. Значит, сорвать листок, растолочь в ступке, там, чем-то его размешать, залить какой-то экстрактор, да, то есть как бы мы знаем, что хлорофилл там, например, ну я сейчас условно говорю, там жирорастворимый или спирторастворимый, да, то есть как бы здесь, и значит его там вытащить и померить уже определенным способом, ну там, оттитровать или еще что-то. Может быть еще какие-то, я сейчас по ходу конструирую, просто я видел подобного типа вопросы. Значит, вот это место первого разрыва. Коллеги, обратили на него внимание? Как его переходить? Да, то есть я не знаю, да, то есть, ну вот оно, то есть пока вот природа, то, что она дана нам в двух аспектах, в знаниевом аспекте и в каком-то таком телесном, да, вещественном аспекте, вопросы их больше ориентированы вот на этом переходе. Вот в этом переходе оно как бы осуществляется. Они часто спрашивают именно про это. Нам надо про этот момент теоретически помнить, да, то есть как бы. Второе, что здесь в этом же месте есть еще один аспект, это самообучение, процесс обучения и, ну, как бы образовательное пространство как таковое, потому что все-таки решение вопросов в реальной жизни и решение вопросов в образовательных, ну, не одно и то же это, коллеги, понимаете? Это один человек придумывает очень легко с математикой, вот в этом контексте. Там задано, там все логичное, там все задано, все уравнения, ну, в смысле, я не говорю, что все открыто, я не это говорю, но я говорю, что, по крайней мере, один может просчитать другой. А когда тебе говорят задачу, просчитай там какую-то новую форму жизни, которая появится там где-то, понимаешь, да, то есть начинается очень много вариативности, согласны, да, то есть с этим. Или вот опять же, как я долго думал с этим вот вопросом про над уровнем моря и там все остальное туда, там же
4-5 аспектов в одну штуку закладываются, и вот количество этих организованностей или аспектов, которые мы заложим в вопрос, зависит не от природы, потому что природа так не устроена, не от знания природы, потому что знания природы еще по 5-му устроены, а зависит от того, как этот разработчик теста это положил, сколько организовано, ну почему вы так, я не знаю, кто этот тест разрабатывал, почему вы так их положили. Ну вот показалось, что так этот. Так вот это место я понял, что появляется еще одно направление, это логика. То есть что вы руководствовались определенной логикой, правда же, да? И обратите внимание, кстати, на методику. Извините, что я на вашем примере это говорю, но я обещал, что я это сделаю. Вот, можно я так сошли? Да. А что сильно плохо? Не сильно плохо. Смотрите, коллеги, если вы посмотрите, как эта первая часть утра была задана, остальные просто рассказывали, что они уже сделали. Это отчеты такие были. Это не так, это познавательно, но не так интересно. А интересно именно эта методическая часть, потому что нам сейчас всем идти и это делать. И вы обратите внимание, постоянно в нас пытались разбудить как раз-таки эту возможность задавать вопросы. Обратили внимание? Вы нас теребили и говорили, ну-ка спросите, ну-ка спросите, ну-ка спросите. Я хочу, чтобы мы на этой запомнили это как методическую часть. Да, поэтому и показал про еврейскую мудрость. То есть того, что логику надо определенную удерживать у себя, но нужно также сохранять у ребенка способность задавать вопросы. Но для этого надо у себя ее как-то тоже хорошо развить. Правда же, да? То есть это удивление к миру, интерес к миру, да? То есть сколько там кротов ниже уровня моря живут, потом морская звезда не живет на дне. В смысле на том дне, на которое ваше дно, в Марианской впадине. Она живет на дне около берега. Нормальная звезда, нормальная, не виртуальная. Вы понимаете, что это? Я вам просто, кстати, звезду нарисую. Синеньким. Причем, смотрите, она много демаре будет. Нет, это амеба? Ну ладно. В общем, видите, уже даже объект по-разному мы трактуем. Коллеги, важно в том, что я почему немножко иронично про это говорю, но мы попадаем, понимаешь, звезда в данном случае, когда она абстрактный объект, это одно, да, и в задачах. Но звезда всегда в море, и ты как биолог должен это знать. Она так устроена, и она не будет жить на самом деле там где-то, где хочешь, чтобы на дне. Но это дно, что там в Марианской впадине? Нет, конечно. Там что попало живет, а? Близко, да, дно, которое близко к побережью. Но мы-то нарисовали дно, практически Марианскую впадину, понимаете, да? Так получается, что эти картинки, рисунки, я не говорю, что это правильно, неплохо, просто надо понимать, что эту логику обобщения. Коллеги, видите, да? Значит, соответственно, отдельные должны быть уроки или направления на логику построения, те упражнения, которые вы видели. Разложите в разные корзинки. Сравните, мне страшно понравилось это упражнение, где мы водомерок сравнивали. Да, то есть, потому что реальную водомерку и мультипликационную, да, потому что, вы, например, можно вопрос задам? Как вы думаете, какое животное наиболее опасное, по статистике, мировые, сейчас можете любых называть, змеи, пауки, водомерки и так далее, в этом смысле наибольшее количество людей от кого умирает, напрямую? Комар, еще, это опосредованно, а? Ослы, еще. Сам человек считается? Нет. Не в твоем случае, Миша. Клещи, а? Козлы, еще лучше. Муравьи и так далее. Ладно, коллеги, не догадаетесь. Бегемоты. То есть есть такая статистика, потому что самые идиотские. А у нас в мультиках они всегда, я почему говорю, что это, я всегда понимаю, с улицы Лизюкова, милые, трогательные. То есть, коллеги, это очень важно, где мы сейчас с вами останавливаемся. То есть эти объекты, это не совпадающие между собой объекты. Потому что этот бегемотик с улицы Лизюкова, или там еще всегда они слоники, бегемотики милые. Мерзкие, 1,5-тонные штуки со специфическим мозгом, ориентирующие только на свои какие-то конструкции, типа как мы, учителя же на свое ориентируются. И дети с нами тоже так не могут совладать. Я был в Африке, и мы изучали этих бегемотов несчастных, гиппопотам. Там разные по-разному, но если она поймет, тетя, бегемот, если она поймет, что ты стал где-то рядом с ее
Этим ничего не сделаешь. Просто я вот так хам, и все. Я понимаю, про кого вы говорили, но даже бегемоты больше. Ну, тут, понимаете, тут это же не совсем от комара, это от малярии. Это другая статистика. Я все-таки говорил, давайте тогда уточню. Вот опять же, смотрите, все-таки комар это не прямое нападение, это умирание от малярии. Да, то есть это... Уж я понимаю, что вы про анофилиса говорили. Сейчас мы можем про ножки анофилиса. Значит, коллеги, это очень важно. Видите, объект, я понял, про что вы говорите, но я, значит, должен уточнить, что, кстати, вот для вопроса это тоже важно, что, значит, уточнить, что при прямом нападении, то есть комар все-таки не нападает, а вот при прямом нападении, все думают, что змеи или пауки, обычно, ну вот, тут почему-то были ослы и козы, конечно, но это тоже, у нас очень фантазийная аудитория, видимо, естественно, научная, глубоко, естественно, научная, понимаете, да? Обычно все рассказывают про змей. То есть, коллеги, вы обратили внимание, что никто не сказал змей, поэтому я так... удивился. А вообще обычно змеи и крокодилы говорят. Понимаете? Крокодилу дела до тебя нет, и ты его боишься. Потому что, ну, ты знаешь, что крокодил на тебя нападет. Змею ты тоже боишься. А бегемот тебе кажется милым животным. Понимаете, да? Что с ним этот... да, вот видите, это тоже проблема как раз таки, и она сконструирована вот из этого мира. Из мира информации о природе. Понимаете, да? Сейчас дорисую. Значит, итак, у нас... пережить Владимира Александровича надо вместе с дедушкой Иммануилом Кантом второй раз. Значит, коллеги, обратите на это внимание. Нету никакого, к сожалению, порядка в природе, несмотря на то, что греки бы не говорили. Ну, нету. И теорию эволюции мы тоже, ну, Дарвин ее придумал. Только сейчас я не в этом дискурсе. То есть мы все придумываем. То есть надо понимать, что мы так или иначе, мы, люди, за счет нашего коллективного разделения информации накладываем порядок на этот мир. Вот это очень важно. Придумали Линьякею, придумали там то-то. Помните вот этот наш с вами первый разговор, что выделить систему. Системой мы называем то, что мы выделяем как система. Да, то есть, и потом мы разбираем ее на подсистемы и связи между ними. Системой называем то, что мы выделяем как система. Да, и потом уже начинается. Вот это, когда мы попадаем в зону ПИЗы, когда мы попадаем в зону формулирования вопросов, мы, к сожалению, должны помнить, раз, про науку как таковую, что она вообще делает с миром, объективирует и так далее. Но два, мы должны помнить про то, какой объект мы им задаем. Объект реального мира, мы про что спрашиваем? Про мураша из мультика или про мураша из реальности. Это не один и тот же объект. Хотя слово совпадет. Понимаете? Филологи прекрасно знают этот феномен, когда знак может обозначать то ли одно и то же, то что попало. Ну, есть у нас у знаков такая особенность. Правда же, да? Смотрите, вечерняя и утренняя звезда. Вот вы когда будете писать, ну, понятно, что мы должны написать планета Венера, да, то есть, как бы, но язык позволяет формировать вечерняя звезда, утренняя звезда, одна и та же планета. И вообще не звезда, а планета. Значит, смотрите, вот это, значит, логика, порядок, упорядоченность, которую мы накладываем на природу. Пожалуйста, на это обратите внимание, что с одной стороны, то есть порядок, который мы задаем. Мы этот порядок, конечно, он связан с тем знанием вот этим вот, да, то есть как бы, но надо помнить, что мы задаем этот порядок. И это упорядочение в системе образования одно, а в реальной науке другое. Поэтому я вам вот здесь положил, смотрите за новостями науки. Потому что то, что мы рассказываем бедным детям, ну это 18 век, извините, я даже стесняюсь сказать, там иногда 17. Понимаете, да, то есть как бы, ну это правда. Ну вот, я даже слышу в разговорах, когда мы разговариваем про озоновые дыры, это дискурс начала прошлого века, потому что это борьба была. Они появляются, эти дыры исчезают, понимаете? Фреоновые компании, то есть одни холодильники боролись с другими, придумали экономическая история, понимаете? Озоновые дыры, кислотные дожди, история не совсем экологическая. А вы это обязательно, ну извините, я не знаю конкретный вы, но мы про это рассказываем там в школе и так далее. Не про это надо рассказывать про то, как мы экосистему уничтожаем, как нас научила Кириленко, понимаете, да? А про экосистемы мы не рассказываем, потому что мы про них чего не знаем, они нам далекие, никому не нужны. Это в болотах и в лесах мы не живем. Потому что мы с вами, как помните, Аня рассказала, мы ремонтный вид, мы ходим, поэтому мы и живем. То есть мы, собственно, не приспособлены для стабилизации среды. Вы вот про себя подумайте, мы как люди, как вид, не приспособлены к стабилизации среды. Мы приспособлены к ее деструкции. Поэтому мы так и живем.
Понимаете? И поэтому нам надо надстроить специальное знание об этом, вот, видите, знание, чтобы прийти потом в природу и начать ее стабилизировать при помощи определенных инструментов. Это очень важно. Третий аспект, значит, про порядок, логику ясно, да? То есть, и вот вы нам рассказывали по законам логики. Я хотя подаю логику, но я понял, что я не попадаю в ваши нормы. То есть ваша логика и моя логика... Нет, ну я понимаю, что моя порочная, я осознаю это, но так же тоже бывает. Не знаю. Вот я же сказал, что я ответ не знаю. Я просто понял, что... Но мы, кстати, с Валькова это не решили. Вот если честно. И вы, кстати, вы на самом деле это решаете за счет властных историй. Тебе велено написать вопрос, вот и пиши. Ну, а вот на самом деле, потому что я говорю, ну это... Я сейчас один пример приведу про логику. Рисуют рыбку. Вот вы, этот тест, он есть в этих, в ОРТ. Это, по-моему, есть даже в материалах, которые... распечатаны, ну, в смысле, вот детям дают или кому там, да, для обозначения. Значит, там показана эволюционная схема, из какой рыбы произошли, там надо показать двоякодышащая, и что из нее там, рисунки причем это еще. Ну, коллеги, вы меня простите ради бога, вы где-нибудь видели на шестилапых этих, они так и называют, ну, животных, они называют квадрупеда, четырехлапые, а рыба показана шестиперая. Понимаете, да, то есть, значит, это точно не этот вид. Понимаете? Тогда, соответственно, мы просто логически А там нету четырехпалой рыбы. То есть они все, там либо... Ну, смотрите, из лапы нашей произошли по теории эволюции через игуаностегу, ихтиостегу. Ну, если уж мы берем там все эти... Никаких ихтиостег они, конечно, не нарисовали. Ни псевдозухи, ни ихтиостег и так далее мы не имеем. Мы имеем сразу эту рыбу несчастную, якобы двоякодышащую, про которых никто еще ничего не понимает. И вот этих вот четырехногих там кого-то. Понимаете, да, то есть как бы, вот, значит, и вот этот момент, ну рыба-то с 6 плавниками, тогда вы мне должны сказать, куда делись 2 плавника, 2 ноги, тогда мы должны быть шестиногими. А? Ну они нарисовали рыбу с 6, я вам еще раз рассказываю. Ну с чего, ну 6, как это 4, у кистеперой рыбы, то есть тех древних протеусов 6 было. В том-то все и проблема. Коллеги, вы видите, да, мы начинаем сейчас есть такие рыбы, у которых были парных плавников 4, вы правильно говорите, у современных рыб. А у той, которую они нашли и нарисовали, это, вот вам видите, я специально показываю вещи, которые я от своего многознания, которые надо переживать, на этот вопрос правильно не отвечу. Понимаете, я начинаю нервничать. Поэтому здесь надо, но это я не говорю о том, что вопрос плохой, я говорю о том, что надо это как-то обустраивать, и нам надо расширяться, и, может быть, спросить вообще, ну, расскажите нам о теоретической эволюции, а не четко спрашивать, из кого произошло. Да не знаем мы, из кого что произошло. Мы можем только строить модели. Коллеги, я вас разбередил как-то, да? Про пары. Ну, в смысле, есть эти рыбы, я покажу, мы даже можем вместе посмотреть, да? То есть это же не вопрос правды, это вопрос вот этой логики, понимаете, коллеги, это только второй. У меня еще, видите, третья точка есть. Третья точка связана с личностным аспектом. И вот это самое сложное. Обратили внимание? И вот только вот здесь, в этом центре, мы можем формулировать вопросы. На самом деле очень сложно. Понимаете, да, в чем проблема? И мы должны так с вами занятия, потому что он говорит, а ты конкретно что думаешь? Там многие вопросы спрашиваются, ты конкретно что умеешь делать и что ты конкретно думаешь? Какой бы вы выбрали? Вопросы, куда бы вы себя поставили, понимаешь, да, и вот этот вот аспект, то есть совершенно другой подход к формулировке знания, понимаете, другой конструкт знания. Я что показываю, на самом деле вот это все, это конструкт знания. Мы же помните с вами говорили, что знание конструируется, но она конструируется на других основаниях. Понятно, да? Еще 2 шага здесь. Смотрите, значит, еще при этом, к этой вот, это я пока онтологическую модель только раскладывал. Онтология это, о том, что есть, о бытие, да, то есть как бы. А есть еще методологическая модель, про которую вы мне сказали, методика, да, и получается у нас 2 доски. Одна что? Это вот эти объекты, которые даже здесь еще непонятно, как живут, да, то есть как бы упорядоченные, личностный аспект, и вот эта природность, которая для нас распадается на знания и на реальные объекты. И практика, да, вот деятельность
Вот она так, помните, я вам говорил, она изображается для природных объектов и для проектов познания природы. Это разные практики. В этом смысле надо четко понимать, к чему мы задаем вопрос. К практике работы с природой, практике природопознания, к тому или другому и так далее. Это очень... Я про естествознание только говорю. При этом, смотрите, здесь что, а здесь как ты это делаешь. И это тоже совершенно разные. Вот и накладываем вот это все. И у нас получается вот для того, чтобы сформулировать вопросы Пизы, нам надо строить на самом деле вот такой сложнейший компонент. Сейчас я его попробую нарисовать. Нам надо строить объемную фигуру. То есть вот это, наверное, самое интересное, что я сегодня вдруг понял. То есть мы его строим одномерно. Сколько дважды 2? 4, там то-то, то-то, 2, там ты, понимаешь, да? То есть мы хотим вот таких линейных отношений. Вот это новое пространство задает к учителю прежде всего новый вызов. И этот новый вызов как бы вот для меня формулируется как раз-таки вот в этом вот, кстати, вот такой когда-то подобного типа, ну там четырехугольник, может быть там многоугольник, когда-то Wittgenstein нарисовал для анализа языков, да, то есть, но мне сейчас важно это, не знаю, что у меня этот, ну вот он, наверное, потому что я в первый день вам показал, natural, помните, да, потому что как оно выглядит и как оно есть на самом деле, помните нашего Шерлока Холмса, нашего того же Wittgensteina, оно не совпадает. А как бы, говорит, оно выглядело, если бы солнце вращалось, в смысле Земля вращалась вокруг Солнца, да так же бы и выглядело. Понимаете, да, потому что на самом деле это по-другому построенное знание. Так вот, смотрите, здесь тогда должно быть представление о природе, представление о порядке, тот порядок, который ты задаешь, представление о логике, потому что ваша логика тоже не совсем, ну как бы сказать, очевидна. То есть я не говорю, что она неправильная, но есть нюансы, тогда мы должны эту логику. Потому что я бы, например, убрал эту школу. То есть для меня эта схема была не про море, а про зверей. Ну это же тоже, вы говорите, у вас патология. Я говорю, почему? Вы их нарисовали. Понимаете, да? То есть вот когда я же объект вижу, значит могу на нем сосредоточиться. Ну и так далее. Здесь вот все элементы, которые мы сказали, да? Что и как, то есть как бы и позиция еще, то есть на этой грани. И вот мне главное показать, вот для того, чтобы мы научились формулировать, нам придется пользоваться вот этим многогранником. Давайте это запомним. И последнее, что я здесь хочу показать, вот в этом, можно деятельность немножко меньше сделаю, а вот здесь нарисую. Смотрите, еще одна важная схема, это то, что это фокус внимания. Вот он смотрит, вот человечек, да, вот здесь у нас будет. Давайте он будет синеглазый. Сейчас вот так сделаем. И он смотрит. Вот проблема в том, что внимание, это все индуистские техники и так далее, это, наверное, самое главное. Смотрите, на чем ты сосредотачиваешь внимание? Где внимание? То есть, смотрите, на каком из аспектов того, что я нарисовал, будет твой фокус внимания? К природе, к личностным качествам, к, может быть, чему-то еще, да, то есть какие-то здесь еще объекты лежат. И вот, смотрите, то, на чем ты сосредоточил внимание, как спрашивающий, и на том, на чем наш бедный ученик сосредоточил, который, что делает с воронами, считает он их, по-моему, да, то есть, как бы, или так далее, то есть, как бы, в это время, то есть, у него внимание, фокус был в другом месте. Это не одно и то же. Значит, наша задача, я почему говорю, научить их, с одной стороны, формулировать вопросы и видеть движение разных вниманий. Вот это, мне кажется, очень важно, понимаете, да, то есть, в перефокусировке внимания как себя, как учителя, так и ребенка. И вот этот вот, и даже если он не доразобрался где-то сознанием, то, двигаясь по этой системе вопросов, он сможет с этим справиться. Но это вот то, что я сейчас уловил из ваших дискурсов и дискурсов, вот, которые здесь это, когда она сказала о том, что природа, то есть мы должны ему показать не учебник, а реальную природу. Так его и спросят потом, как ты костер разжигаешь. А в учебнике про это ничего не пишут. Понимаете, да? Вот чуть опять же сказал, видите, правду говорю. То есть вот это, понимаете, вот это внимание. То есть ты его спросил, ты умеешь разжигать костер? Ну или там, когда ты разжигал костер, сколько язычков пламени, какого цвета было? А его никто и не учил, потому что он костер видел только на картинке, как Буратино. Понимаете, и в этом наша проблема. Понимаете, да? То есть как бы тогда мы должны это все показывать. Поэтому вчера так важно было это практически. Коллеги, здесь ли есть вопросы? Или пока переживаем? Вы прокомментируйте. Нет, это важно. Но на самом деле, когда мы говорим
сегодня очень большую роль играет религия. То есть, когда мы будем говорить о личностном отношении, о происхождении видов, о науке и так далее, вот там будет проблемная зона. Правда. Спасибо. Спасибо, я тоже про это думал, но для того, чтобы закончить, я вам расскажу, откуда у меня эта рефлексия вся взялась, потому что я реально прочитал все, что они нам рекомендовали прочитать. И теперь я вам все... Значит, смотрите, мы показали вот этот вот первую штуку, давайте посмотрим о том, что такое глобальность компетенция ПИЗа. Значит, это вот, смотрите, это проработка тех материалов, которые вам давали летом. Какие-то великие эксперты. Я даже не понимаю, что это за эксперты, но Евросоюз их сюда пригнал и сказали, что они величайшие. Я забрал у Альфии материалы, проработал все презентации. Кстати, Альфия, давай положим коллегам все презентации. Коллеги, или у вас у всех есть? Я тоже думаю, что нам надо положить, потому что раз она у нас есть Альфия, значит, вот эту штуку о компетенции ПИЗа, она на английском, но правой клавишей ткнете, переведете, что-то про это поймете. Уходи отсюда, просто показать. Это как? Ну, коллеги, это позиция, откуда они формулируют вопросы. Вот это очень важно, потому что мы не понимаем, мы вообще по-другому учились. Нас вообще по-другому спрашивали, понимаете? Мы просто, ну вот старшее поколение, а здесь я так понимаю, что еще и те, кто могли меня учить в этом смысле, да, то есть как бы могли. Теперь, значит, глобальная компетентность, вот это мне не так интересно, это вы прочитайте сами. Пойдем дальше, Миш. Коллеги, вот здесь, короче, вот там будет вот так, функциональная грамотность, и каждая, там отдельно я вытащил 6 вопросов на каждую грамотность. И один из них хотел разобрать. Тогда, видимо, нам надо будет, я тогда сяду, наверное, коллеги, уже Лариса Юрьевна расскажет, или Улан сейчас расскажет, а я сам сейчас найду это все, потому что я так понимаю, что это, вы просто без меня не разберетесь, но это очень важно, потому что это, когда вы будете строить свои обучающие материалы, надо обращать внимание на то, как будете спрашивать. Давай вот это посмотрим. Значит, ПИЗа «Зеленые навыки» — это внизу вашего диска. Вот это методички, которые я хочу, чтобы вы проработали ко второму. Мы с Гульмиром Матовым придумали, по крайней мере, я думаю, что, ну, посмотрим. Коллеги, мы первый раз это все тоже делаем, никто это не делал, так что мы с вами, ну, как бы в таком режиме поисковом, да. То есть нам одно задание надо сделать по ПИЗе, да. Рахат, мы вместе, то есть как бы там соберемся и это сделаем. И второе задание нам надо сделать вот по, ну в смысле Zoom. Занятие это по, я думаю, ПИЗа и образовательные результаты мы вместе делаем, да, Лариса Юрьевна, вот один. То есть это 2-3 дня мы поработаем в Zoom. И второе, мы попроектируем саму программу. Сейчас я скажу, что это. Значит, но для того, чтобы вы уже подготовились, надо прочитать эти методички. Они замечательно сделаны. Значит, смотрите, у нас получается, естественно, научная грамотность. Ткни на нее, покажи. Это вот то, что, чтобы вы просто глазами запомнили и ходили, Миш. Да? Вот, значит, это вот эти вот их методические рекомендации, которые сделала вот эта вот стратегия развития образования. То есть это как наша КАО, я так понимаю, только российская. Ну, тогда еще Россия была в другом состоянии, в принципе, ну, на русском языке материалы и очень умные, хорошие люди. Это представители Российской академии образования Галина Ковалева и Александр Юрьевич Пенсин. Как раз-таки они являлись преподавателями летней школы ПИЗа, которая прошла у нас на Иссык-Куле в 2022 году. Да, смотрите, но здесь не проблема, что они в летней школе, а что они с этими объектами работают и рефлексируют. Вот, значит, понятно, да, то есть чуть-чуть потяни вниз, чтобы текст увидели, и пойдем дальше. Ну вот, ну или вот это, понятно, да, то есть это конкретное по каждому типу грамотности, ну, вы работали, да, с этими учебниками и так далее. Значит, значит, как работать? Почитайте, улетите. Так же, как и я улетел в свое время. Так что, ну, что делать? Теперь, значит, потому что нам отдельно надо будет вот в этом проектировании, которое у нас есть, да, сейчас я буду говорить, внутри него мы отдельный блок должны будем сделать. То есть вы, когда будете разрабатывать тренинг для учителей, а мы так или иначе его сейчас должны будем сделать, то есть там должен быть блок оценивания, и ну вот эти все виды и так далее, да. Значит, покажи, пожалуйста, вот этот вот. То есть, смотрите, я выбрал специально оттуда задание, я еще на сайт залез и выбрал все, что похоже на зеленые навыки. Ну, по аналогии будем себе передирать. Вот, коллеги, значит, смотрите, значит, вот так, то есть ссылка не только на тексты, но и на сайты. Понятно, да, то есть берете, значит, само по себе мы так не думаем, круговорот воды думаем, а круговорот стекла не думаем. Хочу, чтобы вы на формулировке тоже обратили внимание. Коллеги, это важно,
просто здесь надо включать голову. Ничего не могу сделать, да, то есть как бы мы с вами те, кто, к сожалению, должны будем включать Дэйва. Алексом не пройдем. Вот уже Алекс, видите, у меня вон тыкает. Значит, вот это посмотрим. Давай теперь дальше. Там, значит, и вот я хочу обратить внимание, мы сейчас не будем разбирать, но туда уже, ну, климат, видите, да, коллеги? В общем, тут все, вот оно по климату отдельные задания, по зеленым этим в глаза мы ничего такого не видели. Вот поверьте мне, что мы отдельно можем, то есть на сессии мы будем это разбирать, мы лучше выберем, поформулируем, да, с вами, но я хочу, чтобы вы хотя бы глазами и другими частями своего прекрасного организма к этому привыкли. Да, то есть как бы, да, вот, значит, ну, потому что и про язык народа, и про климат мы, конечно, тоже ничего не понимаем и так далее. Вот, хорошо, все, пойдемте, Мишенька, туда. Причем самое жуткое, что меня поразило, вот это вот задание, ну, просто покажи его глазами, это 5 класс, ребята, это обалдеть, я не смог ответить. Ну, не то, что не смог, потому что не знал, а у меня инвариативы полетели в разные стороны. Вот, поэтому давайте вот на это обратим внимание, да, то есть как бы здесь. Вот, чтобы сена сухие. Ну, в общем, короче, не такие простые задания, коллеги. Вот, чтобы они не выпалили, чтобы сухими были, да черт его знает, если честно. Нет, вот я понимаю, что для вас, говорит, логика очевидна, для филолога, наверное, да, для меня... Вот, понимаете, да, то есть, как бы, вот, видите, да, то есть, как бы, вот, тут, вот они, видимо, я бы сказал, что и выпали сухими тоже, то есть, понимаешь, да, то есть, как бы, но, видимо, сложно сказать. Вот, поэтому этот момент, давай, я сейчас не про ответы не прошу вас, я хочу, чтобы вы увидели, как формулируются вопросы вместе с тем, что вам уже сегодня показывали. Пойдем дальше, Миш. Вот, значит, вот мне еще поразил, ну вот, точно так же, вот, естественно, научная грамотность, вы уже поняли, да, то есть была, то у нас была, естественно, научная грамотность, пойдем дальше. Вот она у нас, глобальные компетенции, соответственно, глобальная, ну, грамотность, наверное, да, то есть как бы и там тоже есть вопросы по зеленым навыкам, да, то есть как бы и совсем по-другому. Вот в лесу родилась елочка, тоже там отдельно. Очень много, кстати, очень много связано с реальной жизнью праздник. Твоя жизнь, елка, праздник, вот прям про елку, про эту прям миллиард всего, и надо их будет на это натаскать, к сожалению или к счастью, понимаете, да, причем в 5 классе. Ну вот, посмотрите, да, коллеги, не буду это, давайте уже не будем заходить внутрь, хотя пойдем потом, да. И вот здесь надо сказать, чтобы вы посмотрели глобальные, пойдем дальше. И, значит, и так далее там. Давай, ниже еще. Еще один есть раздел. Вот, и есть функциональная грамотность. И в функциональной грамотности тоже есть вся эта ситуация. Я еще попрошу Альфию сюда сейчас поставить эти презентации. Я не очень понимаю, как это можно сделать. На диск можно загрузить презентации? В общем, как-то мы их вам сейчас загрузим еще, потому что к этим материалам еще были презентации. Но это надо будет разбирать. Угу. Хорошо, значит, с этим тогда разобрались. Теперь 2 еще маленьких, небольшие шажки. Мы просто дадим домашнее задание и разделимся на группы. Поэтому же вопросов нет, вы будете просто с этим работать. Я думаю, здесь более-менее понятно. И вниз мы положим теперь, как я уже понял, материалы. Мы почему сделали Google Диск? Потому что с ним можно работать постоянно. Мы положим материалы Уланчика, положим вот то, что Альфия сказала, и, может быть, по ходу мы еще с Гульмирматовной подумаем. В общем, будем думать, как его облагородить, что ли.